В ту страшную войну много простых советских людей, мужчин, женщин, подростков, взяли в руки оружие и встали на защиту Родины. Многие из них так и погибли в первом и последнем для них бою. Многие прошли через всю войну и вернулись победителями, а многие храбро сражались. Но им не довелось освобождать Европу от фашизма. Про одного из них можно так и сказать: человек – легенда. Это наш земляк, старший сержант Тулеугали Насырханович Абдыбеков. Он один из лучших снайперов Великой Отечественной войны. Тулеугали родился в сентябре 1916 года в семье Абдыбека Насырхана на территории нынешнего Жарминского района Восточно-Казахстанской области. До войны Тулеугали занимался охотой, и, как рассказывали, его охотничьи трофеи поражали даже бывалых охотников и аксакалов. В 1932 году по приглашению родственников Тулеугали переехал в Южный Казахстан, в совхоз Пахта-Арал, где стал работать хлопководом. Отсюда его призвали в ряды Красной армии. Служил Тулеугали в Хабаровском крае. После окончания воинской службы вернулся в родной совхоз и возглавил хлопководческую бригаду. А вскоре там же женился. В мае 1942 года с группой новобранцев из Чимкентской области Тулеугали прибыл на Калининский фронт. Воевать ему довелось в составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии, а это та самая, в прошлом 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова, отличившаяся в боях за Москву. Учитывая увлечение охотой, Тулеугали назначили снайпером. И уже вскоре он стал одним из лучших снайперов Красной армии. Так, в кратком отчете боевых действий 8-й гвардейской стрелковой дивизии за 1942 год отмечалось, что ко второму слету снайперов дивизии в декабре 1942 года старшим сержантом Абдыбековым было уничтожено уже 219 фашистов. Тулеугали стал учителем для молодых бойцов и подготовил из них хороших снайперов. В середине февраля 1944 года Тулеугали лично уничтожил уже 397 вражеских солдат и офицеров. Немало было среди них и снайперов. Тем самым своим мастерством Тулеугали сохранил жизни многих советских солдат. 22 февраля 1944 года состоялась еще одна дуэль Абдыбекова с вражеским снайпером. В тот день, несмотря на простудное заболевание, старший сержант Абдыбеков вышел на выполнение боевой задачи по уничтожению очередного вражеского снайпера, выводившего из строя наших солдат. Болезнь сказалась, и в какой-то момент вражеский снайпер опередил Тулеугали и выстрелил первым. Но даже получив тяжелое ранение, Тулеугали выстрелил в ответ и сразил наповал гитлеровского стрелка. Это был последний уничтоженный им враг. 23 февраля 1944 года старший сержант Тулеугали Абдыбеков умер от полученного ранения в 6-м медико-санитарном батальоне и был похоронен на воинском кладбище северо-восточнее станции Насва Новосокольнического района Калининской области. Так погиб отважный воин-казахстанец, старший сержант Тулеугали Абдыбеков. На могиле погибшего героя его снайперская винтовка за номером 2916 была вручена одному из лучших учеников Тулеугали, молодому снайперу, гвардии рядовому Ашерали Османалиеву, который дал клятву продолжить боевой счет наставника. В настоящее время эта снайперская винтовка находится в экспозиции Центрального государственного музея Республики Казахстан.